Морковь, лук, картофель, капуста, свекла – набор овощей, без которого не обходится ни одна хозяйка. Правда, очень долго цены на эти социально значимые продукты не то чтобы не снижались, а даже повышались. Этой проблемой серьезно был обеспокоен и президент страны. Представителями власти были предложены различные меры по снижению стоимости борщевого набора. И они, как видимо, работают. В последние дни специалисты фиксируют, что цены действительно начали снижаться. Но стоит отметить, не везде. Ценник стремительно начал падать в ряде крупных сетевых магазинов страны. Так, в этом супермаркете минимальная цена на картошку – 34 рубля, лук стоимостью 23 рубля. Эта отметка держится уже на протяжении 3 недель. У нас в начале лета особенно бывают завозные, и, как правило, это очень дорогие овощи и фрукты. К концу лета, конечно, у нас уже когда и свой товар на прилавках появляется, и когда из центральной части России начинается массовый сбор урожая, у нас снижаются цены. Даже, в принципе, и сейчас уже конец июля, и мы можем по ценникам смотреть, что у нас, например, вот идет снижение. Стоимость социально значимых продуктов регулярно мониторят работники Минпромсвязи. Еще в мае, по оценке Росстата, свекла подорожала на 35%, капуста на 25%. Ну а больше всех из ингредиентов борщевого набора цена выросла на морковь в несколько раз. Если раньше ее относили к числу дешевых овощей, то в этом году она смело заняла позицию рядом с фруктами. Несколько недель назад она в некоторых магазинах даже доходила до 100 рублей. И вот на морковку особенно у нас были жалобы, но сейчас вот уже 79 рублей. И это за какой период так снизилась? Цена так снизилась, ну вот в течение 2-3 недель она уже снизилась. И это, конечно, далеко не предел, по крайней мере, мы на это надеемся. И статистика ежегодная так говорит и подтверждает это, что у нас снижение все-таки пойдет. И еще, я думаю, в течение августа месяца у нас морковка уже будет на уровне своих ежегодных цен. Ну и это сколько максимально? Еще на рублей 20-30. Правда, такой ценой на моркови могут похвастаться далеко не все торговые точки. Сколько у вас морковка стоит? 100 рублей, по-моему. 100 рублей? Да. 100 рублей только за килограмм морковки. Борщ подешевле не сваришь, закупившись на рынке на Назрани. А ведь жители республики, как правило, стремятся отовариваться здесь, ссылаясь на устоявшееся мнение, что продукты на рынке дешевле, чем в магазинах. Покупатели жалуются. Ну как, 75 даже ей уже морковка. Гербаза мне на куске загадал, ну говорит. 100 рублей, почти все сказали 100 рублей морковка сегодня. Цены на картошку также неприятно удивили. Картошка 40 рублей. 25 берем, 40 продаем. То есть на 6 рублей дороже, чем в сетевом магазине. Ценник полностью во власти поставщика. В свою очередь, местные продавцы объясняют такие цены высокой закупочной стоимостью. Также отметили большой дефицит продуктов борщевого набора. Даже сегодня зелень не было на базаре. Вообще привоз не было. Морковь не было. А если нету, люди не сажают. Откуда мы найдем, дешево продаем? Когда дефицит, значит дорого бывает. А чем они объясняют такую высокую цену на овощи? Жара, дождя. Урожая не бывает. Судя по оправданиям продавцов, поставщики у магазинов одни, у торговцев на рынке другие. Руководство торгового объекта, в свою очередь, тоже работает над предотвращением роста цен. Правда, не всегда и не всех получается проконтролировать. Вот я записывал, специально записывал здесь. Вот у нас были помидоры оптовые, 35-40 рублей. Огурцы 25-30 рублей. Картофель 25-30 рублей. Это 5 рублей я плюс-минус так делал. Лук 25-30 рублей опять. Капуста. Сейчас видишь, как они опять поднялось. Меняется. Каждый день. То одно, то второе. Также контролеры рынка заявили, что закупаться здесь выгоднее с 6 до 10 утра у оптовиков. Оптовый рынок, вот она, оптовый, работает до 10. После 10 розница начинается. Они розницу, когда начинают, вот они добавляют, оптом покупают там, потом начинают здесь торговать. Вот они добавляют. Ну, мне кажется, слишком много тоже добавляют. А
по утрам насколько ниже намного, была цена? намного ниже бывает. А что касается фруктов, они хоть и не относятся к продуктам первой необходимости, но россияне все еще ждут, пока они подешевеют. Например, в этом сетевом магазине килограмм яблок стоит 87 рублей. Если сравнивать со средней ценой, она дешевле. Однако еще в 2020-м ценник на яблоки за аналогичный период был ниже. Если наша продукция хотя бы была бы здесь, у нас тоже, хотя есть намного времени, почему-то наши не идут к нам на рынок почему-то. Тогда намного, мне кажется, что был бы дешевле. Ситуация со стоимостью продуктов усугубилась еще в прошлом году. Повлияли различные факторы. Первой причиной экономисты считают инфляцию. В период пандемии сократилось производство, также плохой урожай 2020 года, на который повлияли сначала засуха, потом дожди. Запасы внутри страны снижаются, а внутренняя нехватка российского производства компенсируется импортом. Отсюда и цена бьет по карману. Продавцы признаются, некоторые продукты даже нет смысла закупать, расходы не оправдываются. Постоянно не продаю. Когда дешево будет, я беру. Когда дорого, приду, сижу. Однако глава государства подчеркнул, что это не сугубо российское явление, а общемировой тренд. Согласно данным ООН, мировой индекс продовольственных цен растет больше 12 месяцев подряд. Представители Минсельхоза и Минэко делают позитивные прогнозы. Заявляют, со сбором урожая ситуация должна измениться и цены пойдут вниз. А в крупных супермаркетах цены на основные продукты уже начали радовать. Стабильной была стоимость на кисломолочную продукцию, однако с начала июля она снизилась на молоко и творог. С начала года дорого обходились яйца, но уже в этом сезоне их ценник не так сильно сужает кошелек. Подешевле уже можно брать помидоры и огурцы. Диана Дударова, Магомед Белакиев. Новости 24.